На этой же неделе в Казани торжественно открылся Год культуры, и яркие культурные события не заставили себя ждать. Царица оперы Хибла Герзмава выступила в Казани с симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского. Народная артистка России и Абхазии, обладательница премии «Золотая маска» и первой независимой премии «Триумф». Сегодня она одна из наиболее востребованных российских певиц на лучших сценах мира. Перед концертом Хибла Герзмава дала эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Полине Кострицкой. Хибла Ливарсовна, первый вопрос у меня к вам в связи с недавно завершившейся Олимпиадой в Сочи. На церемонии закрытия вы исполняли олимпийский вальс на корабле. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях в целом от церемонии и как готовился этот финальный номер. Я очень гордилась тем, что я пою финальную сцену Олимпиады, и я была безмерно счастлива и петь песню Игоря Крутого на слова Игоря Николаева «Олимпийский вальс». И это было очень трогательно, и этот корабль невероятно потрясающий, красивый. И вообще мне кажется, что Олимпиада была на таком невероятно высоком уровне. Я очень гордилась Россией, и у нас очень много золотых медалей, и серебряных, и бронзовых. Я еще раз поняла, что Россия – это великая держава. Я очень горжусь, что я россиянка. Как развивается фестиваль, Хибла Герзмава приглашает. И в этом году вы пригласили симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Вот расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве. В этом году он с 3 концертами гостит в Москве, в Большом зале консерватории и на сцене моего театра Станиславского, Немировича, Данченко. А Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением моего большого друга Александра Сладковского это было отдельным приглашением. Я считаю, что высочайший уровень оркестра, потрясающе звучат. И надо отдать должное маэстро Сладковскому, потому что у него, конечно, невероятная энергетика. Я с удовольствием снова здесь, я с удовольствием пою концерт с ними. И главное, что есть гордость за друзей. Есть возможность приезжать в Татарстан. Я очень люблю Казань. Здесь живет и работает мой педагог по фортепиано, у которого я заканчивала Сухумское музыкальное училище. Вы известны своими джазовыми экспериментами в классических операх. А как вообще вы в целом относитесь к экспериментам при постановках опер? Что приемлете, а что нет? Но сейчас тенденция более современных постановок, и мне это нравится. Но есть какие-то критерии, есть какие-то рамки, конечно. И хотелось бы, чтобы эти рамки не нарушались, и критерии были правильными. По поводу джаза, мне очень интересно. Я с детства люблю джаз, и я, как интересующийся музыкант, все время ищу что-то новое. Мне очень интересно иногда купаться в джазовой музыке. У нас есть несколько сольных программ. Я с удовольствием пою джаз. Вы одна из самых красивых, элегантных и стильных женщин. Как вы подбираете костюмы и образы и для сцены, и для жизни? Мне кажется, что женщина должна быть интересной, красивой, ухоженной, с красивыми нарядами. Я очень за этим слежу. А что вы вообще цените в женщинах, как внешне, так и внутренне? Женщина должна быть очень счастливой, потому как глаза горят и ровная спинка. Женщина должна быть элегантной, и женщина должна быть очень доброй, и очень теплой, и очень трепетной. От этого звук очень красивый, вокальный получается. Что для вас значит понятие правильности и в людях, чего вы не терпите, а что цените? Внутренняя правильность – это такт, это воспитание, это обаяние, это благородство. Вы рассказывали, что любите скорость и громкую музыку, порой даже попсу. Правда ли это? Я очень люблю быструю езду, это правда. Я гоняю. Сейчас я редко, конечно, уже гоняю, но я такой экстремал. Я люблю стильную музыку, если это эстрада. Леонида Агутина очень люблю. С удовольствием слушаю. Я люблю Игоря Крутого. Я с удовольствием пою иногда в своем кругу такие песенки их.